сегодня не видела и не слышала. Нет, еще но уже потихонечку. Коллеги, это нервно. И не кашель никому. Такое кашель. Да, слышал. Ну, наверное, не кашель.
Добрый день, коллеги. Давненько не встречались. Сами вышла за трибуну, чтобы социально дистанцироваться. Там не видно никого, мне предложили сюда пересесть. Добрый день, уважаемые коллеги, те, кто нас слушает и те, кто смотрит нас сейчас в студиях. Мы начинаем брифинг Министерства здравоохранения. Первое слово мы предоставим министру здравоохранения Владимиру Степановичу Каральнику. Потом еще слово возьмут наши эксперты. Ну, естественно, после ваши вопросы по теме, заявленной в брифинге. Работаем традиционно 45 минут, поскольку у нас дальше еще одно мероприятие в 2 часа. Спасибо большое. Начинаем. Владимир Степанович, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я думаю, что часть вопросов мы получили онлайн, поэтому количество участников уменьшается. Мы очень внимательно отслеживаем все-таки соблюдение признаков социального дистанцирования и по-прежнему рекомендуем нашим гражданам выполнять те же наши рекомендации. Что касается ситуации с распространением коронавирусной инфекции в нашей стране, на сегодняшний момент ситуацию мы по-прежнему оцениваем как контролируемую. Понятно, что эпид-процесс в любом случае развивается, мы об этом и не раз говорили, учитывая, что мы живем в глобальном мире и достаточно активное транспортное сообщение, и достаточно многие наши граждане, естественно, покидают территорию нашей страны. То есть в любом случае количество завозных случаев увеличивается. И основная задача наша – это тактика смягчения, обеспечить тому, чтобы процесс развивался не очень интенсивно и он не вызывал перегрузку системы здравоохранения, чтобы наши ресурсные возможности соответствовали потребности в оказании медицинской помощи. По ситуации, я думаю, что всех интересует статистика. Опять же вопрос, давать ли статистику по регионам. С одной стороны, востребованность такой информации достаточно высокая, с другой стороны, и мы, представители ВОЗ, видели 2 риска в публикации такой информации. К сожалению, как показывает анализ интернет-ресурсов, по-прежнему эти риски остаются. С одной стороны, то, что указывали ВОЗ, рекомендации мер безопасности, мер личной гигиены, они касаются абсолютно всех. Неважно, есть заболевшие в этом районе, либо нет заболевших в этом районе. Эти меры по социальному дистанцированию, по необходимости соблюдения личной гигиены и элементарных норм личной безопасности, они касаются всех без исключения граждан. Независимо от того, найдете вы свой район в списке, где подтверждены случаи коронавирусной инфекции, много этих случаев или мало. Поэтому я еще раз говорю, что те цифры, которые я все-таки приведу, ни в коем случае не должны являться поводом для самоуспокоения и игнорирования наших рекомендаций по мерам безопасности. Второе, по-прежнему мы видим попытки раскручивать ситуацию, вмешиваться во многом и без согласия в личную жизнь инфицированных заболевших, выяснять какие-то детали, которые не относятся даже без согласия пациентов и максимально осложнять им жизнь. Вот этого, еще раз просил коллеги, очень не хотелось бы. Потому что даже читая статью, скажем так, о ситуации в Мяделе, возникает вопрос вообще, зачем мы писали. Информации 0, слухов много. И в основном кто-то пересказывает те слухи, которые ходят в городе. Поэтому еще раз прошу, та информация, которая есть, это не повод выяснять, как же живет город или как же живет предприятие после выявления первого инфицированного. Санитарно-эпидемиологическая служба выполняет свою работу в таких случаях, когда мы выявляем очаг инфекции. Лечебное подразделение выполняет свою работу. Ну а задача, с нашей точки зрения, СМИ обеспечить информационную поддержку о необходимости, скажем так, еще раз повторю, соблюдения мер безопасности, и о тенденциях, которые есть. В общем, к цифрам. Сегодня на утро в Республике Беларусь зарегистрировано 4779 новых случаев лабораторного подтверждения коронавирусной инфекции. Наибольшее количество случаев наблюдается в городе Минске, это 2308 случаев.
На втором месте идет Витебская область, 1282 лабораторно подтвержденных случаев. Затем следует Минская область, 588 случаев. Ну и в остальных регионах случаев существенно меньше. Это Могилевская 217, Гомельская 193 случая, Брестская 112 и Гродненская область 79 случаев подтверждения коронавирусной инфекции. На сегодняшний момент продолжается терапия медицинское наблюдение, тем, кому она требуется, медицинское наблюдение за теми пациентами, у которых симптомов инфекции мы не регистрируем. Выписано уже 342 пациента, которые это выписаны из стационаров. Сейчас часть контактов первого уровня наблюдается на дому, и за ними наблюдают амбулаторное звено. Там случаев ухудшения состояния госпитализации на сегодняшний момент тоже не выявлено. К сожалению, на сегодняшний момент у 42 пациентов зарегистрирован летальный исход. Это пациенты, как правило, имеющие выраженную сопутствующую патологию, где коронавирусная инфекция осложнила течение заболевания, ну и явилась тем неблагоприятным фоном, который, к сожалению, привел к развитию летального исхода. Всего из стационаров за сутки выписано 582 человека. Это те контакты, которые имели признаки респираторной инфекции, либо те пациенты, которые были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию, где эти подозрения не подтвердились. То, что касается регионов, которые у многих на слуху и пришли вопросы, это по Осиповичам. Ситуация в Осиповичах у нас на сегодняшний момент с нашей точки зрения стабильно контролируема. Там зарегистрировано 32 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 12 случаев зарегистрировано у медицинских работников. Причем в данном случае завоз как раз-таки произошел у одного из сотрудников медицинского учреждения, который инфицировался во время своей поездки за пределы Осиповичей и в бытовых условиях. Но при выходе на работу, к сожалению, произошло инфицирование коллег. Из этих 32 тяжелых нет ни одного пациента, кто-то находится под медицинским наблюдением, кому-то проводится минимальная терапия. Второй вопрос, то, что касается Мядельского района, где 7 апреля был зарегистрирован случай инфицирования в одном из санаториев. На сегодняшний момент очаг с нашей точки зрения локализован, 65 подтвержденных случаев, 25 это жители Мядельского района, остальные это как бы приезжие, тоже тяжелых случаев среди данных пациентов не выявлено. То, что касается, опять же, интересует, по-прежнему подтверждаем, что медицинские работники находятся в группе риска, и процент инфицирования среди них достаточно высок. Во многом это обусловлено действительно, что это те люди, которые, как уже не раз повторялось, работают на передовой и, соответственно, чаще всего контактируют с инфицированными пациентами. Поэтому очень большое внимание уделяется средствам индивидуальной защиты. На сегодняшний момент мы регулярно получаем сводку по всем регионам о наличии средств индивидуальной защиты для медицинских работников. Это касается костюмов биологической защиты, защитные очки либо экраны, респираторы, медицинского маски необходимого уровня защиты. Это 2-3 класс защиты. Могу с радостью сообщить, что наша постоянная работа по пополнению наших запасов дает свои плоды. Сегодня приземлился борт из Китая, где была доставлена частично гуманитарная помощь, которая собрана и жителями Китая, китайскими предприятиями и направлена органами госуправления Китайской Народной Республики. Этим же бортом прилетела часть средств защиты, которые были закуплены и оплачены представителями бизнес-сообщества нашей страны. Поэтому, в свою очередь, еще раз хочу выразить огромные слова благодарности нашим и гражданам, которые перечисляют деньги на наш счет. На сегодняшний момент там сумма именно будет тратиться на средства индивидуальной защиты. И мы, естественно, отчитаемся о расходовании данных средств. Это компания парка высоких технологий, это компания достаточно известная у нас по производству и производственная, и пищевая промышленность. То есть мы действительно видим и наши торговые сети о том, что
Действительно произошло объединение бизнес-сообществ, простых граждан для того, чтобы совместными усилиями действительно облегчить работу системы здравоохранения. За это огромное спасибо. Я еще раз говорю, что всем, кто это общественные организации и представители бизнеса, и простые граждане, которые нам помогают в этот момент. В этом самолете достаточно большое количество средств индивидуальной защиты. Это и маски, и респираторы 2-3 класса защиты общим количеством около 1 миллиона. И это фактически одна из первых поставок для того, чтобы защитить медицинских работников. Решается вопрос, и в ближайшее время будет решен вопрос одноразовой медицинской маски, как для медицинских работников, так и для возможности приобретения гражданами. Опять же, наш Белгоспищепром достаточно большую работу провел по насыщению рынка средствами антисептиками, это спиртсодержащими. И на сегодняшний момент основное, то, что не выпускается в больших фасовках в 5 и 20 литров, нами направлено в организацию здравоохранения, поскольку у нас там есть санитайзеры, возможность фасовки именно на местах для того, чтобы производство мощности антисептиков в индивидуальной упаковке направлялись максимально в аптеки, в розницу, для того, чтобы обеспечить потребности граждан. То, что касается оплаты труда медицинских работников, с огромной тоже благодарностью от всех медицинских работников есть необходимость выразить эту огромную благодарность руководству нашей страны. Подписан указ о дополнительном материальном стимулировании, о надбавке медицинских работников, работающими с тяжелыми инфекциями. И на сегодняшний момент это действительно осознание того, что мы живем в не очень безопасном мире, и пандемии, либо какие-то инфекционные процессы возникают здесь регулярно, и медицинские работники в этом случае всегда являются на передовой борьбы. И здесь это не разовая какая-то акция, а постоянная мера материального стимулирования всех медицинских работников и иных работников, это и водители, и привлеченные силы, которые необходимы для обеспечения вот этих противоэпидемических и лечебных мероприятий в очаге инфекции. Это касается амбулаторного звена, лабораторной службы, стационарного звена. На сегодняшний момент, я думаю, в ближайшее время указ опубликован будет, и сумма доплат там действительно существенная, и это еще раз будет показатель того, что руководство страны понимает, в каких условиях работает наш персонал, и ценит, и с благодарностью принимает эту работу. То, что касается, опять же, вопросов многих возникает по поводу ситуации на скорой помощи в городе Минске, могу сказать, что на сегодняшний момент мы имеем 90 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования, но еще раз говорю, что только 23 случая это касается выездного состава. Это составы тех работников, которые выезжают на вызовы и оказывают медицинскую помощь. Остальные случаи – это, к сожалению, аппарат управления. Аппарат управления, административно-хозяйственный персонал, сопутствующие службы. И вот эта ситуация еще медицинские работники действительно на вызовах, понимая, в каких условиях они работают, больше используют средства индивидуальной защиты и осторожность. Но вот это наша действительно сильная сторона о том, что мы предпочитаем многие вопросы собираться, обсуждать для того, чтобы выработать наиболее правильное решение, в ряде случаев приводит вот к таким, скажем так, негативным последствиям о том, что даже в бытовых условиях есть возможность инфицироваться, после чего инфицировать своих коллег. То есть выводы здесь тоже делаются. Это касается не только санэпидрежима выездных бригад, но вообще правил поведения в моменты отдыха, в моменты приема пищи и в моменты обсуждения каких-то производственных вопросов. Но еще раз говорю, что все сотрудники на сегодняшний момент, кто-то находится под медицинским наблюдением, кто-то получает помощь. Тяжелых случаев заболевания, к счастью, ни в одном случае нету. И, как все заверяют, что временный уход на больничных 23 сотрудников, которые участвуют в оказании медицинской помощи, никоим образом не повлияет ни на обслуживание вызовов, ни на интенсивность работы скорой помощи города Минска. Кроме того, тоже говорим, что нам удалось, есть препараты, которые используются для лечения осложненных форм коронавирусной инфекции. И сейчас с этими препаратами есть определенные проблемы
проблемы с закупками. Часть стран запретила их экспорт, либо экспорт по специальным разрешениям. И тут совместная работа как с нашими китайскими, индийскими партнерами, подключение работы нашего Министерства иностранных дел позволило все-таки нам обеспечить пополнение наших запасов, именно закупку необходимых препаратов. Вот часть из них прилетела бортом из Китая, часть планируется на следующей неделе поставка из Индии. Тоже Белавия оказывает нам помощь в доставке этих препаратов. На сегодняшний момент у нас как бы они не заканчивались, но мы немножко, скажем так, нервничали, когда видели, что запас составляет менее 2 недель необходимого лечения. Сейчас в результате с пополнением наших запасов мы понимаем, что даже при любом развитии ситуации необходимые препараты для оказания помощи, это идет и о препарате хлорохина и у антибиотиков, весь необходимый запас в Республике Беларусь имеется для того, чтобы оказать помощь в полном объеме. То, что касается ситуации в Витебске, этот вопрос тоже у многих вызывает вопросы. С нашей точки зрения ситуация там стабилизировалась. Как говорят многие инфекционисты, есть ощущение, что мы вышли на плато, и в ближайшее время все-таки стоит ожидать снижения. Последнюю неделю ежедневно наблюдается уменьшение количества пациентов, госпитализируемых с диагнозом пневмония. То есть сейчас часть пациентов уже проходит долечивание. Я думаю, что в ближайшее время будет все-таки количество выписанных будет значительно превышать количество поступивших. Но темп поступления снижается, и мы считаем, что ситуацию удалось взять под контроль, она стабильная. То, что касается районов более мелких, чаще всего приводится это Добшицы, наверное, Бешенкович или Озна. Ситуация на сегодняшний момент тоже в этих районах стабильна. В Добшицах все-таки количество пневмоний выше, чем в среднем других районов, и количество пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией под Добшицем, сейчас точно скажу, чтобы не соврать, это 20 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, Бешенковичи 7 пациентов, никто из них на ИВЛ не находится, Леозна это 8 пациентов, тоже без тяжелых пневмоний, без упражнений на ИВЛ. В Добшицах 2 человека получают вспомогательную искусственную вентиляцию легких. Но во всех больницах этот есть необходимый запас еще коечного фонда, это первое. А второе, что наши мобильные бригады выезжали на место, консультировали местных медицинских работников. Ну и, соответственно, у нас сейчас открыто практически круглосуточное онлайн-консультирование специалистов кафедры, наших ведущих инфекционистов и реаниматологов, для того, чтобы даже без выезда оказывать помощь нашим коллегам, которые работают на местах. Поэтому тоже в этом плане ситуацию считаем контролируемой. Думаем, что она стабилизировалась, и в ближайшее время мы будем видеть положительные динамики. Но это, наверное, из тех вопросов, которые больше всего волновали, то, что касается нашей прессы, интернет-изданий и вопросов. По городу Минску перепрофилизация коечного фонда осуществляется в строгом соответствии с нашим планом. Гинекологическая больница пока, насколько я понимаю, работает в обычном режиме. Онкологический диспансер находится в резерве. Оттуда, насколько я понимаю, все пациенты вывезены. Один из корпусов находится в резерве, остальные корпуса работают для оказания специализированной помощи. Я еще говорю, что на сегодняшний момент запас по коечному фонду имеется во всех регионах, как и количество используемых аппаратов ИВЛ на сегодняшний момент. Сколько, менее, с каких процентов? Менее 10%. Менее 10%. Используется менее 10% имеющегося парка оборудования для искусственной вентиляции легких. Но я думаю, что коллеги что-то добавят. Представляем. Да, Александр Ильич, вам, как руководителю клинического подразделения Минздрава. Только включайте, пожалуйста, микрофон. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые господа. Как управление, которое отвечает за организацию лечебной помощи, мы постоянно отслеживаем ту ситуацию, которая существует по организации медицинской помощи и по тем протоколам, которые имеются в международных сообществах, которые публикуются, те рекомендации, которые поступают к нам от коллег. Постоянно находимся с ними на связи. И по результатам этой работы мы вносим те или иные правки в наши клинические протоколы, в наши рекомендации.
Если есть необходимость, то, безусловно, сразу же вносим изменения в логистике движения пациентов. То, что уже говорил Владимир Степанович, сразу меняем перепрофилизацию коечного фонда. Практически на ручном управлении это все находится. Мы знаем о коечном фонде каждого региона, каждого района. Вот, при необходимости вмешиваемся, потому что, в общем-то, управление осуществляет Главное управление организации медицинской помощи на местах, в регионах и Комитет по здравоохранению. Но, безусловно, вся информация существует и у нас. На этой неделе был издан приказ об организации медицинской помощи пациентам с нетяжелыми пневмониями на дому и пациентам с COVID-инфекцией тоже на дому. Легкие формы и бессимптомные формы этой инфекции будут лечиться на дому. Опять-таки, при возможности соблюдения режима самоизоляции. Да, обязательно. Если есть такие условия, то пациенты могут выписываться на дому. Если условия не могут быть осуществлены в самоизоляции, то они подлежат госпитализации. Соответственно, предусмотрена организация здравоохранения, куда эти пациенты будут госпитализированы. То есть так или иначе мы соблюдаем и принципы, эпидемиологические принципы разделения потоков по контактам, по больным, по всему остальному. Вопрос, который еще часто волнует, на мой взгляд, может быть излишним. С точки зрения кардиологов уже мы решили вопрос, но вопрос, каким образом влияют ингибиторы ангиотензин превращающих ферментов и блокаторы влияют на пациентов с COVID-инфекцией. И, в принципе, уже не один раз говорили, но мы повторяем, что сейчас международные сообщества и европейские, и американские, и, соответственно, российские, и, безусловно, белорусское научное общество кардиологов подтверждают, и утверждают, что отказ от приема ингибиторов ангиотензин превращающего фермента, а это те препараты, которые используются и для лечения артериальной гипертензии, и для лечения хронической сердечной недостаточности, и для лечения пациентов, перенесших инфаркт миокарда. Вот отказ от этих препаратов идет к более худшим последствиям, чем прием этих препаратов. Доказательной базы такого негативного влияния этих препаратов на пациентов с COVID-инфекцией сейчас пока нет. Внимательно следим в случае выявления каких-то изменений, уточнений, научных публикаций. Будем тогда вносить правки в клинические протоколы при необходимости. Но пока таких оснований для внесения изменений нет. Кстати, вопрос пояснением по нетяжелым пневмониям, то, что мы протоколы лечения на дому, эта ситуация не в том, что мы экономим коечный фонд, а в том, что чтобы избежать риска перекрестного инфицирования, это бактериальная пневмония не тяжелого течения, чтобы именно в стационаре не произошло утяжеление состояния, связанного с перекрестным инфицированием. Сегодня, кстати, мы получили пробную партию тестов, это экспресс-тесты на определение антител. То есть это та лабораторная диагностика, которая выявляет не сам вирус, не РНК вируса, а именно определяет реакцию организма. Считается, что если развивается заболевание, именно не просто бессимптомное носительство, а именно развивается заболевание даже в легкой форме, то через 5-7 дней в крови появляются антитела, которые можно выявить с помощью экспресс-теста. Экспресс – это 15-20 минут. Соответственно, первые 5000 для апробации методики уже прилетели, они будут использоваться в приемных отделениях стационаров для того, чтобы наладить, все-таки разделить потоки движения пациентов с обычной бактериальной пневмонией, либо с пневмонией, обусловленной другой вирусной инфекцией, и с осложнениями коронавирусной инфекции, для того, чтобы максимально не допускать пересечения потоков пациентов. Мы планируем, что на следующей неделе будет осуществлена поставка 100 000 тестов для того, чтобы мы более широко наладили типирование именно в организации здравоохранения по всей стране. Этот стандартный вопрос, который задается, можно ли будет где-то проходить тесты
тесты на наличие коронавирусной инфекции на платной основе. Я думаю, что в ближайшее время, когда эта методика работы с экспресс-тестами будет отработана и внедрена в широкую клиническую практику, нашим гражданам будет предоставлена такая возможность. Тест позволяет определить два типа иммуноглобулинов, то есть два типа антител. Одни из них свидетельствуют о активном инфекционном процессе, который протекает в организме, то, что человек болен. А вторые антитела называют антитела памяти, которые свидетельствуют о том, что человек переболел этой инфекцией, у него сформировался иммунитет. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы дадим возможность. Очень надеемся, что это внедрено будет в рамках диагностики у пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, с любыми признаками респираторной вирусной инфекции. Все пациенты с диагнозом пневмония будут прямо в приемном покое типироваться на наличие либо отсутствие антител, то это будет уже на следующей неделе. Ну а потом мы по мере наработки опыта и появления возможностей предоставим такую возможность гражданам даже без эпид-анамнеза и без клиники проходить это тестирование. Но об этом мы сообщим дополнительно. Появление вот этих тестов очень важно для проведения медицинской сортировки на этапе приемных отделений, потому что у врачей будут дополнительные, в общем-то, инструменты для того, чтобы сортировать правильно этих пациентов, для того, чтобы разделять этих пациентов, ну и, соответственно, оказывать помощь в зависимости от того, есть там COVID-инфекция или нет, что, в принципе, очень важно для нас, в том числе и для обеспечения безопасности и медицинских работников, и обеспечения безопасности пациентов. Ну, еще вопрос, который по лабораториям достаточно часто задают. Почему у нас в республике к исследованиям не привлекается лаборатория негосударственной формы собственности? Но на самом деле это не так. Сейчас 3 лаборатории участвуют в проведении исследований. Поэтому, в общем-то, привлекаются и работают, успешно работают. За прошедшие сутки было выполнено около 5500 тестов. То есть надо понимать о том, что начинали мы с 300 тестов в сутки, и на сегодняшний момент было потом 700, 1500, и сейчас мы вышли на уровень почти 5500 тестов в сутки. 24 центра уже участвуют, и один еще подключается, 25 центров, которые будут проводить ПЦР-диагностику. Но с появлением экспресс-тестов, получается, будут проводить исследования и в организациях здравоохранения непосредственно. Мы разделим потоки и показания для разных видов лабораторной диагностики, потому что, опять же, надо понимать, что ПЦР-диагностика – это высокотехнологичная лабораторная диагностика, и здесь необходимо для того, чтобы ее проводить на качественном, а главное, безопасном уровне, необходимо 3 составляющие. Это наличие оборудования соответствующего качества. У нас лаборатории, конечно, больше, которые имеют это оборудование, а наличие обученного персонала, надо понимать, что фактически этот персонал работает с РНК-вирусом, то есть он работает в том числе с материалом, который содержит живой вирус, поэтому этот персонал должен быть обучен работе с опасными инфекциями. И опять же, оборудование лаборатории, кроме того, что она должна быть оснащена надлежащим оборудованием для лабораторной диагностики, она должна быть оснащена еще надлежащими средствами защиты в виде защитных биобоксов и других атрибутов, которые позволяют работать с серьезными инфекционными процессами. И на сегодняшний момент в Беларуси уже заготовлена первая доза иммунной плазмы. Это плазма у тех пациентов, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию, благополучно выздоровели. Мы в рамках работы, опять же, уже начала работы с экспресс-тестами подтвердили о том, что у них в крови есть антитела к данному вирусу, и были уже заготовлены первые дозы плазмы вот этой с антителами, которая по литературным данным способна оказывать терапевтический эффект у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. О результатах применения, скажем так, данного метода лечения, я думаю, мы информируем дополнительно, но и опять же приоритеты у нас. Кто-то желает, это как всегда, стакан наполовину пустой или стакан наполовину полный. У нас это как того
волнами развивается. Вот последнюю неделю у нас большинство все-таки негосударственных СМИ пыталось видеть, что стакан наполовину пустой. Все-таки, точнее наполовину, да, то есть он практически полностью пустой. Я все-таки хочу его немножко дополнить, скажу, что на этой неделе произошло тоже с нашей точки зрения знаменательное событие. Уже 3 детей, клинически абсолютно здоровых, родились у мам с подтвержденной коронавирусной инфекцией. И молодшие мамы чувствуют себя удовлетворительно. Поэтому в этом плане это вот те, скажем так, маленькие победы, которые мы считаем идут у нас на пути к действительно большой победе над этой коронавирусной инфекцией. Вот такие действительно положительные эмоции добавляют оптимизма всем медицинским работникам, которые на сегодняшний момент задействованы в оказании данного вида помощи. Но еще есть такие опасения, как мы выписываем этих... Есть еще опасения, которые высказываются, что мы часто рано выписываем этих пациентов, что мы ограничиваем самоизоляцию 3-5 днями и все остальное. На самом деле здесь для выписки пациентов существует в этой ситуации 2 критерия основных. Это клинический критерий и критерий эпидемиологический. Поэтому с точки зрения клинического критерия это выздоровление, с точки зрения эпидемиологического исследования это и ограничений, это проведение исследований лабораторных, и поэтому пациент не выписывается, пока не получено 2 отрицательных результатов на вирус с интервалом в 1 день. Поэтому, в принципе, те пациенты, которые выписаны, они здоровы и не надо их бояться, что тоже очень важно. Здоровы и безопасны для окружающих. Учитывая, что многие пациенты высказывают нарекания по поводу того, что клинически абсолютно здоров, ничего не беспокоит, но лабораторный тест показывает наличие РНК-вируса, мы не можем этого пациента отпустить, и многие вот в больницах, скажем так, используют психологически, им там находиться тяжело, поэтому прорабатываем вопрос, учитывая, что у нас программа оздоровления во многом перенесены, что мы прорабатываем вопрос, что используется какой-то один из санаториев для вот этих пациентов для реабилитации. Те, кто клинически абсолютно здоров, лабораторно уже получен хотя бы 1 отрицательный тест, но надо время для того, чтобы он смог вернуться действительно в это общество, то есть находиться под наблюдением медицинского персонала в каком-то центре оздоровления для того, чтобы тут 2 вещи: сменить обстановку и поправить здоровье и быть безопасным для окружающих. Одновременно реабилитация. И одновременно пройти реабилитацию. Кроме того, опять же, я сказал, у нас действительно много сейчас пришло помощи, в том числе и портативные пульсоксиметры, которые позволяют определять насыщение крови кислородом, поэтому по городу Минску сформированы мобильные бригады, которые у пациентов с респираторной вирусной инфекцией будут их контролировать амбулаторное лечение на дому, и это не будет не просто опрос, как вы себя чувствуете, это будет нормальная лабораторная диагностика и необходимости с экспресс-тестом, с обязательной пульсоксиметрией для того, чтобы оценить, что насыщение крови кислородом достаточное, ну и с термометрией, с анализом общего состояния пациента. Это позволит тоже действительно обеспечить более правильную сортировку, разделение потоков движения пациентов, ну и если это возможно, оставлять пациента в привычных условиях, если это не несет риска для него, для его близких и для окружающих. Инна Александровна. Добрый день. Поступают некоторые сомнения или вопросы, наверное, можно так сказать, о том, что, учитывая то, что наши пациенты с легкой формой остаются на дому, контактные лица 1-го уровня остаются на дому, то есть санитарной службе, собственно, делать нечего. Вместе с тем хочется, наверное, может кого-то разочаровать и сказать о том, что санитарная служба работает по тому графику, который диктует на сегодня время. Подтверждение лабораторное происходит ежесуточно, ежечасно, и санитарная служба таким же образом и работает, потому что получение любого лабораторного подтверждения, это означает, что нам необходимо провести эпидемиологическое расследование,
с определением максимального круга контактных лиц как по месту проживания, по месту пребывания, так по месту работы, учебы, по месту оказания медицинской помощи и по месту исследования. Это либо тех лиц, которые переезжают из города в город, либо тех лиц, которые прибыли в нашу страну еще в ближайшие дни. В соответствии с этим, естественно, у нас перераспределены функциональные обязанности специалистов Центров гигиены и эпидемиологии, организована сменная работа. Работа на постоянной основе по графику сменности в непрерывном режиме. Помимо нашего обычного расследования, функциональные обязанности наших специалистов сейчас входит и оценка нахождения наших лиц как заболевших, так и контактов первого-второго уровня и лиц, прибывших в нашу страну из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции, находящихся в самоизоляции. Учитывая, что нами приняты все необходимые документы, которые регламентируют эту работу, и правила поведения лиц, которые находятся в самоизоляции, и внесены эти изменения в наши санитарные нормы и правила по гриппу, добавлена коронавирусная инфекция, добавлены меры по соблюдению правил по самоизоляции и необходимые меры, которые должны соблюдать как организации здравоохранения, так и все другие организации, в том числе учреждения образования, учреждения торговли, общественного питания, предприятий и так далее. И в соответствии с этим в настоящее время и проводится контроль проводимых мероприятий. И хочется сказать о том, что на вчерашний день у нас по нашим результатам эпидрасследования контактов первого уровня порядка 30,5 тысяч человек. Контактов второго уровня... Это отработано с момента начала, с выявления первого инфицированного. Да. Но и из контактов первого уровня на вчерашний день было проведено посещение и контактов второго уровня, которые находятся на больничных листах, проведено посещение порядка 23 700 человек. И хочется сказать, что нарушителей достаточно много. 701 нарушение было выявлено. Мер самоизоляции, то есть людей не нашли дома в пределах 2-3 часов с периодичностью в час, подходили опять на тот же адрес и перепроверяли. Такая информация была направлена и в РОВД, в прокуратуру, и нашей службой в отношении 7 лиц начат административный процесс. В отношении 2 лиц уже проведены административные процессы. Сумма штрафа пока на сегодняшний день была вынесена в пределах 2 базовых величин. С такими лицами были проведены повторные беседы, предупреждения. При повторных посещениях этими лицами нарушений пока не было. То есть, наверное, все-таки, когда наказывают рублем, наверное, больше срабатывает, чем то, когда человек сам понимает, что он должен сидеть дома и не представлять опасность для окружающих лиц. Наверное, максимальная сумма штрафа за такое нарушение. 30 базовых величин. То есть надо же понимать, максимальная сумма штрафа за нарушение требования о самоизоляции – это 30 базовых величин. Вместе с тем есть еще и уголовная ответственность за 336 статья, по-моему, Уголовного кодекса о нарушениях требований санитарных норм и правил, приведших к либо заболеванию, либо к смерти, поэтому такая мера тоже может быть. Запугали уже. Вместе с тем. Хочу в помощь, кстати, санитарной службе сказать, что работа продолжается на всех пунктах въезда в Республику Беларусь. Надо понимать о том, что через границу у нас пересекает от 3 до 5 тысяч машин. Это транзитный транспорт, дальнобойщики. Все из них подвергаются тотальной термометрии, это и контролю состояния на всех пунктах перехода. Кроме того, сейчас утверждены транзитные коридоры и, соответственно, проводится контроль выполнения требований транзитным транспортом, движения по контрольным коридорам и остановки только в выделенных местах. Там, если не ошибаюсь, уже более 100 дальнобойщиков были привлечены к административной ответственности за нарушение требований о транзите через нашу страну. Ну и опять же, с одной стороны, хотелось бы сказать слова благодарности многим нашим гражданам. И Google, и Яндекс запустили сервисы, которые позволяют
оценить эффективность социального дистанцирования. И вот когда мы сравним показатели Республики Беларусь, они во многом сопоставимы с многими странами Европы. Это касается и интенсивности посещения торговых центров, аптек, транспорта. Наши люди, в отличие меньше, чем европейцы, конечно, стали гулять в парках, но в любом случае, в большинстве случаев меры социального дистанцирования не работают, и нам хотелось бы, чтобы эта работа продолжалась и дальше. И опять же, мы всегда основывались на рискоориентированном подходе. То есть мы всегда оцениваем риски для того, чтобы выработать какие-то рекомендации. А если сейчас мы, наверное, самый большой риск на сегодняшний момент видим, это 4 дня и Радуница. Знаем традиции наших граждан посещать могилы своих родственников, посещать престарелых родственников для того, чтобы совместно вспомнить тех, кого нет с нами. А вот в данном случае мы бы просили действительно всем оставаться в местах проживания и максимально ограничить общение. Ну и в православии, и в католичестве есть еще другие дни, когда можно действительно вспомнить ушедших, когда можно привести в порядок могилы без риска для того, чтобы этих могил стало больше. Поэтому мы видим по некоторым регионам, я не буду называть где, но четкая связь о том, что сначала вербное воскресенье католическое, или как это называлось, а потом через 7-11 дней мы среди именно посетителей регистрируем вот именно увеличение количества инфицированных. Либо компания вспоминает, что вместе съездили на шашлыки, а потом с разных городов, а потом мы по всем городам выясняем всех участников данного пикника и локализуем и их, и контакты первого уровня. Поэтому мы в этом плане говорим, что 4 дня проведите их в том круге общения, в котором вы обычно общаетесь, погуляйте на свежем воздухе и воздержитесь от посещения других регионов, своих дальних родственников, особенно пожилых людей, потому что, еще раз повторяю, это группа риска. И от каких-то организаций, каких-то массовых мероприятий. Если на природе просто прогуляться, это одно, а если действительно это длительное общение и тесное общение в виде шашлыков, пикника и все остальное, то даже несмотря на то, что на природе риск все-таки повышается. О том, что если в компании окажется кто-то один инфицированный, то для части компании это тоже приведет к последующей необходимости находиться на самоизоляции либо под наблюдением медицинского персонала. Вопросы? Да. Давайте только быстро, времени у нас на такое количество вопросов я вряд ли отвечу. Давайте. Здравствуйте. Светлана Чернова, Беларусь-1. Подскажите, пожалуйста, каковы результаты последнего мониторинга клиник по готовности принять пациентов с COVID-19? Даже не принятие пациентов, это мы мониторим те клиники, которые уже приняли пациентов, которые оказывают помощь, и мониторинг касался именно соблюдения требований безопасности, это организация шлюзов, организация правильность использования средств индивидуальной защиты, соблюдение требований протоколов диагностики и лечения. Я знаю, что по большинству клиник в целом ситуация неплохая, но отдельные недостатки, естественно, выявляются и тут же устраняются. Не нажали. Допустим, сегодня мы провели в РНПЦ «Мать и дитя» такие учебно-тренировочные совещания, собрания для того, чтобы показать, как нужно делать, как правильно делаются шлюзы, для того, чтобы уже меры приняты. Но есть какие-то ошибки. Вот для того, чтобы устранить и сделать превентивные меры, мы как раз проводим эти мероприятия сейчас. И кроме того, здесь этот мониторинг направлен на то, чтобы инфекционисты и эпидемиологи еще раз посмотрели принятые меры, еще раз оценили их эффективность, еще раз указали на те возможные ошибки, прежде всего для того, чтобы обеспечить безопасность медицинских работников и пациентов. Мы видим тенденцию в том, что группа риска, медицинские работники, но по сравнению с началом ситуации сейчас все-таки большая часть инфицированных работников, у многих инфицирование произошло в быту, а не на рабочем месте. Это с одной стороны плюс, но с другой стороны нам в этом плане, скажем так, многим от этого не легче. Почему медицинский работник выбыл на некоторое время из производственного процесса, это произошло на рабочем месте, либо это нарушение каких-то требований в зоне отдыха, либо за пределами больничного учреждения. Поэтому вот эта работа и проводится в том числе для того, чтобы повысить безопасность наших коллег. Справа. Да, мы девушкам даем предпочтение.
сегодня. Дарья Стоева, журналист онлайнер. Можете озвучить цифры по всем зараженным медикам в стране и, возможно, летальные случаи? Сколько? На сегодняшний момент по всем возможным цифрам озвучить пока не могу, потому что мы собирали, я уже говорил на брифинге о том, что это было тогда 419, это была цифра на вчерашний день. Сейчас проводится еще анализ на вчерашнее утро по последним данным, это первое. А по летальным услугам среди медицинских работников, я имею в виду среди врачей в Минске и медсестер тоже случаев не выявлено. То, что касалось по Витебской области, я говорю, что там еще проводится расследование, поэтому окончательного диагноза нет. Мы все эти случаи знаем, они у нас на контроле. А случаи по скорой помощи, я говорю, что это еще раз все-таки вторжение в медицинская тайна есть медицинская тайна, но предварительные данные этой ситуации не связаны. Не связано с коронавирусной инфекцией. Больше, к сожалению, без согласия родственников и рассказать не могу. Но по нашим данным это не связано. Дальше. Слева идешь. Спасибо. Раиса Юрьевна, «Комсомольская правда» в Беларуси. Скажите, какие именно сопутствующие патологии чаще всего встречаются у тех людей, которые умерли? Ну, ни в коем случае не переходя на личности, просто, может быть, есть какая-то общая картина. Это сердечно-сосудистые, сахарные. Это даже, Руслан, ищет вопрос больше вам. Вы знаете, что, в принципе, наши вот те данные, которые мы получаем, особо не отличаются от данных по миру. Это ожирение, это сахарный диабет, это ишемическая болезнь сердца, ну, сейчас коронарная болезнь сердца, как ее сейчас называют. Это состояние после инфаркта миокарда, перенесенного инфаркта миокарда. Это болезни бронхолегочной системы, которые были, та же самая бронхиальная астма, эмфизема легких. Это онкологические заболевания, поскольку здесь страдает иммунная система и любые иммунодефицитные состояния, ну и аутоиммунные заболевания, поскольку все то, что приводит к изменению иммунной системы, это, безусловно, является отягощающим фактором. Есть очень четкие данные о том, что курение негативно оказывает влияние вот на результаты и на прогноз, потому что курение как фактор, как отягощающий течение заболевания и тяжесть потом проявления заболевания. То есть мы здесь не будем оригинальным вместе, еще раз призовем к необходимости соблюдения принципов здорового образа жизни. Каждый раз, когда мы возвращаемся к этим факторам, этим болезням, мы приходим к тому, что вот эти факторы, которые мы называли раньше, когда обсуждали неинфекционные заболевания хронические, и мы опять приходим к тому, что коморбидный фон, который создается, то есть вот сочетание многих заболеваний, многих факторов риска, оно как раз вот при инфекционном заболевании тоже срабатывает и тоже, в общем-то, является причиной, в общем-то, смерти. Хоть пресс-секретарь на меня смотрит очень недобро, все-таки разрешу еще один последний вопрос. Это первое. Подождите. Я, конечно, за гендерное равенство, но все-таки женщинам мы паритет дадим. Коллеги, я понимаю, что вопросов много, рук тоже много, но я думаю, что на следующей неделе мы сохраним тактику стримов, где будет возможность ответить на вопросы. И у нас, по-моему, на сайте появилась возможность задать вопрос министру. Поэтому на те вопросы, которые я сейчас не отвечу, вы можете разместить на сайте. У нас все равно и завтра, и послезавтра рабочее время, поэтому рабочий день, поэтому мы их рассмотрим и ответим. Прошу, да. Да можно сидеть. Радио «Свобода» и на Да даже уже... Все-таки вы можете дать докладные рекомендации, что касается каникул школьных, протягивать не по этой школе понеділок не. И вот вчера заявилась информация, что кроме аппарата у нас еще будет субботник. На сегодняшний момент я еще раз говорю, что вы же не забывайте, что вы находитесь на брифинге в Министерстве здравоохранения. Позиция какая, она, по-моему, была озвучена, что если та же сельская местность эпидемически абсолютно спокойный район и нет невозможности дистанционного обучения, то, наверное, часть школ будет возвращена к обычному режиму. Часть школ, которые находятся в эпидемически неблагоприятных районах, Минобр рассматривает вопросы дистанционного обучения. Но это вопрос, еще раз говорю, что не Министерство здравоохранения, это вопрос Министерства образования. Мы даем эту информацию о эпидемической обстановке в целом по стране и с разбивкой по всем регионам.
Просто коли ми задаємо питання Міністерству інформації, вони кажуть, що це не... Я еще раз говорю, что все информацию о принятии, о эпидемической обстановке, она доводится в полном объеме. Где есть возможность, насколько я понимаю, будет дистанционное обучение, где есть в этом потребность. Где такой потребности и возможности нет, скажем так, и абсолютно спокойная обстановка, будет возобновлено обычное обучение. Те школы, которые отрабатываются в рамках контактов первого уровня, вот там уже работает санэпидслужба и Министерство здравоохранения, там принимаются решения однозначно. Поэтому не волнуйтесь, все работают на то, чтобы обеспечить и безопасное пребывание наших детей, и при этом сохранить температурность учебного процесса. Спасибо. Что? Аппараты субботние. Конечно, что решение о параде принимает Минздрав. Коллеги, спасибо большое. Наша задача – организовать лечебный процесс по клиническим мероприятиям. Спасибо большое. Православных с наступающей Пасхой. И еще раз надеюсь о том, что все-таки мы эту Пасху проведем дома, в лучшем случае гуляя в парке, избегая мест массового скопления людей. Ну и я говорю, что, как всегда, наш старый лозунг, наши медицинские работники действительно уже многие перешли на круглосуточный режим работы. Минздрав здесь работает без выходных уже достаточно давно. И поэтому я еще раз повторю уже набившую особенную фразу. Мы остаемся на работе, чтобы помочь всем вам. Останьтесь дома, чтобы помочь нам. Ну и спасибо огромное, уже пользуясь случаем, хочу выразить всем своим действительно коллегам. Мы каждый день проводим видеоконференц-связь со всеми регионами, представителями Минздрава, и я, и замы, и руководители управления выезжают на места для того, чтобы оценить обстановку на местах. Наши эксперты, это кафедры медуниверситета и ведущие специалисты столичных клиник тоже выезжают на места для того, чтобы показать методическую помощь и посмотреть. И везде мы видим действительно профессионалов, которые самоотверженно выполняют свою работу для того, чтобы действительно минимизировать последствия данной инфекции и выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Поэтому спасибо огромное всем своим коллегам за профессионально самоотверженный труд. И еще раз обращение к нашим гражданам. Минимизируйте необязательный контакт. В этом плане все остальное мы сделаем. Спасибо. Всего доброго. Все доброго. Коллеги, которые телевидение, вам что-то надо? Стой. Тут зараз буде відповідь. Не знаю, он убегает куда-то, я поэтому спрашиваю. Ну, это они нам, короче, будут готовы помогать. Я понял. Ну, это... Вот это. Ну, это мы и делаем. Останавливайтесь. Нет, вот что вас я не зашибу, я даже не собираю. Как и меня, кувалды не с первого раза. Да. Просто пробуем. Да, там все креслы. Сказали бы что-нибудь людям. У вас лицо радостное, ему доверяют. Ну что, раз-два, раз, То налево, то направо.
Не знаю, молчат пока все. Что молчат? Кирица, нормально? Я все. Куда смотреть? А можете еще раз поподробнее о выплатах медикам? Да. Может быть, озвучите ту сумму, вы говорили, она внушительная, и примерно когда начнутся эти выплаты? Выплаты, то есть еще раз говорю, что от всех медицинских работников мы хотим выразить огромную славу благодарности руководству нашей страны. Нам известно, что подписан указ о установлении доплат медицинских работников, которые работают с тяжелыми инфекциями. И речь идет не какой-то разовой акции, это постоянно действующая норма, потому что мы понимаем, что мы живем в мире полном инфекций, эпидемии возникают регулярно. И речь идет о все звенья. Это и медицинские работники амбулаторного и стационарного звена. И здесь, если на амбулаторном звене врачам доплата идет в районе 1000 рублей ежемесячно, это доплата к основной работе, то в реанимационных отделениях, которые переведены на трехсменный режим работы, у нас есть отделения, где люди действительно не уходят домой, потому что, во-первых, опасаются за безопасность своей семьи, а во-вторых, для того, чтобы обеспечить максимально интенсивную работу, доплата будет достигать 4000 рублей ежемесячно в дополнение к основной зарплате. Доплаты коснутся и медицинских сестер, они несколько меньше, но тоже внушительные, и санитарок, и прочего персонала. Это касается и водителей, не говоря уже о том, что это коснется и лабораторной службы, и диагностических служб, без которых современная медицина невозможна. Прокомментируйте, пожалуйста, все-таки вот это еще раз решение по тому, чтобы лечились на дому люди с пневмониями, с легким течением коронавируса. Как все-таки будет медики следить за тем, чтобы они действительно сидели дома, учитывая, что режим самоизоляции много кто? Мы здесь разберемся две категории граждан. Первое – это те категории граждан, у которых легкие формы пневмонии не связаны с коронавирусной инфекцией. Для безопасности данных пациентов, учитывая, что амбулаторное лечение не представляет никакой опасности и позволяет достаточно быстро восстановить здоровье пациента, нахождение в больнице несет все-таки определенные риски перекрестного инфицирования, в том числе и коронавирусной инфекции, были разработаны протоколы оказания медицинской помощи на дому. Для того, чтобы контролировать качество оказания медицинской помощи и состояние этого пациента, будут сформированы уже мобильные медицинские бригады, которые оснащены портативными пульсоксиметрами, которые будут оснащены экспресс-тестами и всем необходимым оборудованием для того, чтобы оценить состояние данного пациента. И здесь это сделано с точки зрения безопасности пациента, чтобы не допускать перекрестного инфицирования. То, что касается легких форм коронавирусной инфекции, здесь многие высказывают о том, что у них условия позволяют находиться безопасно дома, проживая там в отдельном доме, в отдельной квартире и без престарелых родственников, либо без других людей, которые относятся к группе риска. Они говорят, что мы можем находиться дома и получать медицинскую помощь на дому. Тоже сформированы протоколы наблюдения за этими пациентами и сформированы тоже бригады, которые будут оценивать их состояние. Это касается с точки зрения медицинской помощи, с точки зрения соблюдения режима самоизоляции и обеспечения безопасности окружающих, чтобы действительно люди выполняли все наши рекомендации. Эта работа совместно контролируется санитарной службой и Министерством внутренних дел. И еще раз хочу напомнить, что за нарушение требований о самоизоляции предусмотрен штраф от 2 до 30 базовых величин. И первые 7 административных протоколов были уже выписаны. Поэтому еще раз прошу обратить внимание всех граждан о том, что не подвергайте опасности себя, потому что если пациент продолжает общаться, у него есть риск дополнительного инфицирования каким-то сезонным вирусом, что, естественно, уже ухудшит его состояние, и не подвергайте опасности своих близких, да, и, в принципе, просто случайных прохожих, либо случайных людей, с которыми вы пообщались. Поэтому мы обеспечим адекватную медицинскую помощь, независимо от того, находится пациент в стационаре, либо на дому, а граждан мы ждем адекватного выполнения требований о самоизоляции. Скажите, пожалуйста, вопрос о динамике. Вот на прошлом брифинге прозвучал, чем больше мы тестируем, тем больше мы выявляем. Сколько вообще всего тестов проведено? Есть ли у нас мощности для того, чтобы проводить их еще больше, этих тестов? И пик пройден, он ожидается, и какие прогнозы на ближайшие месяцы? Прогнозы дело неблагодарное. Я еще раз говорю, что по некоторым регионам мы видим, как по Витебску, есть ощущение, что заболеваемость вышла на плато, и мы пик уже прошли.
пошли дальше, будет наблюдаться снижение. По некоторым регионам мы видим подъемы, и это закономерное развитие эпидемиологического процесса. Главное, что мы не видим экспоненциального роста, именно действительно стремительного обеспечить все-таки сдерживание эпидпроцесса, и он остается в рамках ресурсных возможностей системы. А то, что касается прогнозов и пиков, это во многом дело неблагодарное по той простой причине, что вирус новый, биология его еще на сегодняшний момент не до конца изучена. Как не изучена его, будет он относиться к сезонным или не будет, а как все-таки до сих пор идут дискуссии, какой процент популяции восприимчив к этому вирусу, а кто имеет природную устойчивость. Поэтому на эти вопросы можно будет ответить позже, когда действительно все эти проблемы останутся позади, и ученые проанализируют всю ситуацию. То, что касается возможности лабораторной диагностики, у нас, я еще раз говорю, что мы начинали ПЦР-диагностику с 300 тестов в сутки. Сейчас это более 5500. И в качестве, в это время уже сделано более 87 тысяч тестов. Чтобы расширить еще возможности нашей лабораторной диагностики, мы уже вводим дополнительно к ПЦР-диагностике, что является высокотехнологичной лабораторной диагностикой, еще экспресс-тестирование на наличие антител. Пойдет разделение потоков, то есть мы будем контактных пациентов и пациентов, считающихся излеченных, тестировать на наличие РНК коронавируса. Пациентов с клиникой мы будем тестировать на наличие антител в крови, и это позволит, либо пациентов, которые перенесли в прошлом респираторную вирусную инфекцию, у них есть подозрение о том, что они болели, в том числе коронавирусной инфекцией, мы со временем предоставим возможность провести тестирование и выявить, имеется ли у них в крови антитела к данному вирусу или нет. Скажіть, будь ласка, от є ще питання. Ось ви попрекаєте журналістів, що ліпше некоторые материалы не публиковать. Але коли наші Нет, я на сегодняшний момент никого не упрекаю, и я в этом плане не являюсь профессионалом журналиста, и не вмешиваюсь в вашу работу, и публиковать или не публиковать, это подождите, я закончу, можно. Это ваше мнение, либо мнение вашей редакции. Мне на сегодняшний момент иногда возникает вопрос, какую цель преследует данная публикация. Если цель довести информацию до людей, скажем так, я это понимаю. Если это цель предупредить людей о каких-то проблемах, я это тоже понимаю. Предоставить анализ, скажем так, рассказать об интересном случае, я это понимаю. Часть публикаций я не понимаю. Но в этом плане, если вы считаете, что не имеет права нам быть, я не вмешиваюсь в работу журналистов. Я просто на сегодняшний момент мне иногда, скажем так, удивительно смотреть, особенно читая комментарии под этим таблицей, почему есть люди, которые желают поражения в войне собственной армии. То есть мы на сегодняшний момент должны консолидировать общий подход. И мы то, что зависит от нас, делаем. На самом деле от наших граждан зависит тоже очень много, насколько много от их выполнения нашей рекомендаций зависит, насколько много у нас будет работы. Поэтому я на сегодняшний момент считаю, что в это время это должно быть нормальный симбиоз, что мы должны вместе предупреждать об опасностях, предостерегать от необдуманных действий, информировать о более правильном поведении. Но это опять же моя точка зрения. Если кто-то из журналистов считает, что в это время можно добиться хайпа, либо повысить свой рейтинг, либо просто написать и засветить себя, это их право, и в этом плане я же говорю, что я не запрещаю, я просто не понимаю. Але у регионах люди не отримливают информацию, там конкретно паника. Информация. И в Докшицах, и у Бешенковичах, и у Осиповичах. А вот сейчас ответьте на этот вопрос, прочитав статьи на онлайне, на Тутбае, на вашем, то, что касается Мяделя, Докшиц и Бешенковичей, что в этой статье можно отнести к информации? Так не дают информацию. Подождите, Мясовые чиновники не дают информацию. Лекари, головные, то и из вашей статьи люди получили информацию? Так нам ее не дают. Подождите, я в другой вопрос. Из этой статьи люди получили информацию? Так нам не то есть дают на сегодняшний момент люди... Чиновники не дают, эпидемслужбы мясовые не дают. На сегодняшний момент благодаря, то есть после вашей статьи у людей как не было информации, так и не стало. А вот панических слухов стало больше. Есть цивилизованный способ. У нас есть информация на сайте, у нас есть задать вопрос, у нас есть, мы хоть на один запрос не ответили, у нас есть официальный
И не найти. Нет, почтите, Я вам покажу. если запросы приходят и они касаются нашей компетенции, мы отвечаем на эти запросы. И Нет, то, что если касается конкретно болезни определенного человека. Нет, так мы на них не нет, так отвечаем. если это касается, это запрещено законом. Конечно. Это медицинскую тайну никто, Да. если вы с доверенностью от этого человека пришлете запрос, мы на него ответим. Но если вы просто сообщите о состоянии такого-то пациента, мы не имеем права это сообщать. Это закон. Так я вот еще на сегодняшний, у нас есть официальный телеграм-канал. И если после публикации статьи у людей получается больше информации, я понимаю. Но прочитав статьи, вот как вот то, что были Бешенковичи, Хамятели, я так информации у людей больше не стало. Паники стало, наверное, больше. Информации нет. Поэтому вот таких статей я не совсем понимаю. То, что касается информации, которая необходима, мы довели до регионов, мы довели до тех, я сегодня назвал цифры, касающиеся тех регионов, которые вы посчитали проблемными. То, что касается в другом, у нас есть вопрос, задайте вопрос министру, у нас есть стримы, на которые вопросы мы ответим. И если у кого-то из местных жителей появятся дополнительные вопросы, они будут, и мы будем видеть, что он часто встречается в запросах на сайте, либо на стриме, вы получите в любом случае какой-то ответ, либо в виде пресс-релиза, либо сообщением в официальном телеграм-канале, либо в ответе на стриме. Мы в любом случае за открытую информационную политику. И то, что размещаем мы, я всегда могу ответить на вопрос «Зачем?». Можете ли вы всегда ответить, когда публикуете свои статьи? Это ваш вопрос. Всего доброго. Спасибо большое. Да. Коллеги, простите, пожалуйста. Кто там в докшицах какие статьи читает, интересно? Да, на обед. А других нет, совсем не читается.